Я тут училась, висела на доске почета. В шлемах, в латах. 8 ОМОНовцев, 6 ППСников. Буквально через минуту окружили всю территорию. Закрываются двери на ключ. Крики, это был сюр. Увы, сказав супруге, что я скоро вернусь, вернулся я только через 5 суток. Типичное воскресенье оппозиционера. Привет, меня зовут Сергей, я обычный программист, и 9 августа в Витебске меня задержала милиция. 10 суток я получил на суде, 5 суток я отсидел, 4 раза меня возили в автозаке, 3 ночи я провел без матраса, 2 поджопника я получил и 1 ценный урок. В этом видео я вместе с другими задержанными расскажем вам о том, как проходили задержания возле 40-й и 45-й школы города Витебска 9 августа 2020 года. В следующем ролике вы узнаете, как нас возили в автозаках, как для нас проходили суды и как мы провели в сумме 5 суток в изоляторе временного содержания и в СИЗО. Но пока давайте отмотаем немного назад и послушаем, как независимые наблюдатели наблюдали за голосованием. И потом мы приняли решение, тоже честные люди, платформа сказала, что вот наблюдатели набирают независимых. И мы зарегистрировались, и вот 3 числа мы зарегистрировались, и с 4 по 8 мы отсидели вот каждый день досрочного Для начала мы еще пытались зарегистрироваться не наблюдателями, а считать голоса. В комиссию, в комиссию в избирательную. Собрали 10 подписей, собрали все свои грамоты. Копии дипломов, да. И все, синхронно там проголосовали не за нас. И мы тогда решили, да, будем наблюдателями, зарегистрировались. Причем накануне я сходила к нашему председателю комиссии, она же директор школы Лошакова Ирина Анатольевна. Я ей сказала, что я тут училась, висела на доске почета, и сестра моя училась. И тоже висела на доске почета. И что очень жалко, что везде удалось победить коронавирус, кроме избирательных участков. Попросила их поберечь свое здоровье, потому что они без масок были 3 числа с секретарем, учительницей информатики. И уже 4 числа нас аккредитовали, и 4 числа мы пришли. Внутри находиться было нельзя, поэтому мы все это время сидели на улице, считали явку. И там было 5 участков образовано. Нам было сложно. Мы не могли сказать данные конкретно по одному участку. Мы могли только проанализировать количество, кто в школу выходит и выходит. То есть, на какой они участок шли, мы этого уже не могли знать. И поэтому когда в день входило и выходило из школы 450 человек, а по протоколам в итоге вечером было 902 проголосовавших, это вызывало вопросы. И такое было каждый день. И еще я скажу про один день, потому что наблюдателей было несколько, и мы менялись. То есть мы не сидели целый день от начала до конца. И я говорю: Анюта, давай мы с тобой один день отсидим с начала до конца, чтобы они даже не могли сказать, что вот вы уходили, вы могли там не посчитать кого-то. То есть мы пришли к 10 часам и вели вдвоем учет. Аня в телефоне, я в книге «Право выбора» зачеркивала выходящих людей. И мы в этот день насчитали 570 человек, вышедших из школы. Ушли только на перерыв на обеденный, когда все члены комиссии тоже уходили. И после перерыва опять пришли и досидели до самого конца, до 7 вечера тогда мы. Да. Когда уже протоколы тоже. И они нас, конечно же, видели, что мы сидим там целый день, и что мы не уходим, и что нас никто не подменяет. И они в этот день явку завысили все равно на 212 человек, но не так. Не намного. Не в 2 раза. Не в 2 раза, как предыдущие дни. То есть они все равно ее завысили на 212 человек. За прошедшие уже почти 2 месяца мы с вами могли увидеть множество доказательств фальсификации выборов. Это и отчет онлайн-платформы «Голос», и скрытые аудио и видеозаписи разговоров сразу после выборов. В Витебске самое известное – это, наверное, разговор членов комиссии с Сергеем Сташевским, главой Октябрьского района, где слышно, что он заставляет членов комиссии переписать протокол. Коллеги, я еще раз говорю, вы молодцы, вы коллектив, вы высказали свою позицию, я за это вас уважаю, но сегодня надо сделать по-другому. Давайте, есть еще бланки протокола? Меняйте пункт 4 и поехали обратно. Сюда же еще добавляем откровения учителей сразу после выборов,
Опять же, витебские – это, например, Светлана Шунякова из 44-й школы, которая в интервью Тутбаю рассказала подробности. Не с моей подписью. У меня Хотите, не подделывайте. Что хотите делать? Но у меня документы не примут, Свет. Мария, не дави мне на совесть. Я не знаю, как мне спать, если я подпишу. У нас есть дети, мы все боимся. Ну а теперь давайте перенесемся в основной день голосования. Итак, что же произошло 9 августа? Значит, время 20:00. Я сижу вот на этом самом месте перед главным входом школы и играю в игру 2048. Видите, до 16 тысяч дошел. Неплохо, да? Значит, за несколько часов до этого я проголосовал, пообщался с друзьями, сходил в магазин Green, я купил 1 литр бунаквы. В общем, типичное воскресенье оппозиционера. А вечером я сидел и ждал, когда вывесят итоговый протокол голосования. Кроме меня, на территории школы в этот момент находилось еще 22 человека. Это я по видео потом пересчитал. Что же они делали в этот день? Давайте узнаем. Значит, 9 августа, сначала мы сходили проголосовали по очереди. Вот. А примерно без 10:08 мы пришли вот ровненько на вот это место, вот на эту ступенечку, присели здесь, вот так вот, вдвоем. Сидели, разговаривали, читали новости, вот. Цель была простая, мы на самом деле полагали, что комиссия таки вывесит протоколы, и решили посидеть, потому что нас, в общем-то, мы давно не виделись, общения было много, решили скоротать здесь время практически. 9 августа мы с супругой приехали с дачи для того, чтобы проголосовать. Где-то около 18:00 проголосовали. И уже ближе к 20:00, где-то без 15:08, я супруге сказал, что схожу к школе, постараюсь уточнить, когда будут готовы результаты голосования, то есть протоколы. Вот, любопытно было, каковы они. Но, увы, сказав супруге, что я скоро вернусь, вернулся я только через 5 суток. Я подошел к школе. На территории ее, может быть, было человек 20-25. Было тихо, спокойно. Люди по 2, по 3 человека небольшими группками находились на территории, общались между собой. Видно было, что там были семьи. И было абсолютно спокойно. Я вот сравниваю обстановку на территории школы с обстановкой во дворе обычного многоквартирного дома в летний теплый вечер. Абсолютная была тишина. Вот я увидел сидящим на заборчике, вот, кстати, рядом этот заборчик, возле него мы и стоим, сидел мой бывший коллега. Я к нему подошел, и где-то, наверное, минут 5-7 мы с ним пообщались, поразговаривали так на отвлеченные темы. И мы, получается, сидели весь день. Мы пришли к 8 утра, и вот сидели до 8 вечера там. Считали количество людей. Я насчитала на счетчике 8136 человек вышло из школы. И потом случилось, значит, в 8 часов закрываются двери на ключ. И в 8 буквально 01 началось самое интересное. Со стороны почты, снизу, как 33 богатыря в сказке, они начали подниматься. На тот момент мы подумали, что это ОМОН, потому что они полностью в боевой экипировке, в шлемах, в латах. И в это время мы заметили целую цепь сотрудников милиции, экипированных, как для захвата террориста, которые окружили всю территорию. Я сам лично слышал команду старшего, это заместитель начальника милиции, заместитель начальника Первомайского РОВД, который сказал следующее: пакуем всех. Сиди, не дергайся. Это вот самое появление космонавтов возле 45-й школы. Если скажут уходить, то спокойно уходим. Вы видите, как несколько милиционеров обходят территорию школы вдоль забора. Ты видео снимаешь? Угу. Смотри, от забора там все. Угу. Эти двое здесь что-то рассматривают. Видимо, пытаются найти, не знаю, БЧБ флаги или тех, кто хотя бы в ладоши хлопает. Может, будут выводить этих просто. Нет. Сейчас уже вы видите, как большая группа космонавтов проходит уже ближе к главному входу, и на этом этапе у меня уже начинают дрожать коленки, потому что выглядит это, конечно, впечатляюще.
Вон там вдалеке стоит один персонаж без каски и бронежилета. Сначала в одну сторону указывает. Вот сейчас подойдет к нам, рукой махнет, скажет «забираем». И нас начнут забирать. И здесь какая-то потасовка случилась. Не совсем понятно, что произошло, но вроде как там начали забирать сына, и мама в него вцепилась, не давая его забрать. Вот что делается. Выбрали Лукашенко, выбрали. Видно, что никто не митингует, никто не кричит никаких лозунгов, никаких флагов здесь нет, в ладоши даже никто не хлопает, даже никто никак не реагирует на появление самих космонавтов. Все люди как бы тоже в шоке находятся, потому что такого вообще не ожидали спустя минуту после закрытия избирательного участка. То есть очевидно, что это спланированная акция. Они реально ждали, когда закроется избирательный участок. Видимо, сразу после закрытия участка был дан сигнал, и они начали выходить. Крики, в общем, это какой-то был сюр полный. Мы встали, нас окружили, кстати, на видео видно, большая группа, они прям мы в толпе стоим, этих, как их называют, космонавтов. Вот. И я говорю: ребята, мы здесь рядом живем, так мы пойдем домой. Они говорят: эй, не, друг, давай к машине. Меня взяли довольно жестко за локоть. Вот. Я понял, что нас, в общем-то, хотят припроводить в участок. Но я говорю: окей, конечно, сопротивления никто не оказывал, и мы пошли. К нам подошел сотрудник милиции, предложил пройти. Мы не сопротивлялись, никаких возражений с нашей стороны не было. Ну, было предположение, что сотрудники милиции разберутся, как бы мало ли какое недоразумение произошло. К нам не применяли никакой силы, потому что мама сказала, говорит: не бейте нас, мы выполним все требования, пойдем с вами куда надо, мы не собираемся убегать, ничего делать не собираемся. Стояли вот эти вот сотрудники правоохранительных органов, они вообще даже не знали, что с нами делать, куда нас вести, потому что для них такое ощущение, что тоже был шок, и они потом к этому командиру ОМОНа начали задавать вопросы, куда их вести, и он их там обматерил и попросил, ну, сказал, что его там к автозаку везти. И все, и мы уже туда пришли. Нам женщина Ольга принесла кофе, мы еще попили втроем. Вот я, мама и наблюдатель еще наш Роман. Меня Ольга угостила киткатом, шоколадкой. Это было уже здесь, куда нас отвели космонавты, и мы ждали, пока приедет автозак, потому что изначально здесь был только микроавтобус. Но места в микрике было мало, там буквально 8 мест. Ну вот мы с сыном влезли на заднее сиденье, и сынишка мой начал выталкивать людей: эй, нету места, типа, куда? Вот. Тогда они по рации, они захватили этот народ весь так в кольцо, и по рации начали высвистывать автозак, я так понял. Сюда, кстати, выходят окна с участковых комиссий, так что ее члены, или я бы даже сказал, должны были видеть, как людей садят в автозак. О, их так много, там много есть. Просто упаковывают там сразу. Ну ставьте людей Позорище, страна. И он ходит, языком трепет, этот тварюка мне. Это Лукашенко все делает? Да. Ну, а кто же? Еще? Он хочет сохранить свою власть. Нужно. Сегодня долгий вечер, думаю, будет. Герои страны идут. В черных масках. И, кстати, угадайте что? Ту самую Ольгу, которая угощала нас, задержали вместе с нами. С собой паспорт, нужно принести вот так вот. Да? Вот и все называется. Ой, кошмар. Короче говоря, здесь хватают кого ни попадя. Как потом оказалось, 45-я школа была не единственной школой, где задерживали людей в тот вечер. Буквально в 15 минутах ходьбы возле 40-й школы произошла такая же история. Там задержали 2 человек, Сергея и Максима, которые отлично дополняют друг друга в интервью. Сейчас поймете, о чем я. Придя без 15:08 на участок, я
подошел к председателю нашей комиссии, мужчина такой в маске, в черном пиджаке, ну, там члены избирательной комиссии сидели рядом, спросил, сегодня или завтра будут результаты голосования. Он сказал, сегодня посчитаем. Я говорю, сколько вы приблизительно будете считать? Ну, в качестве, смотрю, достаточно дружелюбная атмосфера, все так красиво, все так друг другу улыбаются. Думаю, ну, все здорово, все хорошо. Он говорит, ну, часа через 2. Пришли посмотреть результаты голосования на этом участке. Я здесь голосовал вечером 9 числа. И стояли, ждали, пока бумажку эту вывесит. Я думаю, я посмотрел это, говорю, без 15:10, это говорю, вот где-то так. Ну, где-то так. Ну, где-то так. Я всем пожелал так честного подсчета голосов членам избирательной комиссии и сказал, что, говорит, ну, господа, от вас много зависит. Вы учите наших детей, и будущее наших детей в ваших руках. И говорит, то, что вы сделаете, ну, на вашей совести будет. Вот, стояли, болтали тут с другими избирателями и местными жителями. И где-то в 9:30 подъезжает автозак. Люди там сидели в разных местах, потому что никто никого не знал. Просто пришли посмотреть с разных мест. Там семья с детьми пришла, общались. Все рядом живущие находились, скажем так. А все проходящие мимо. Человек было, ну, может быть, здесь около меня где-то 5, там 3 разговаривали, ну, где-то 8, ну, может быть, 10 человек. И тут внезапно прискакивает ОМОН и милиция. Здесь же вот Первомайский РОВД, вот, 100 метров буквально, вот здание желтенькое. Вот. И приезжает полковник, 8 ОМОНовцев, 6 ППСников. Вот, я лично посчитал их. Вот, может быть, я ошибся, темно было. Вот, но, по крайней мере, ОМОНовцев я точно посчитал. Как впоследствии оказалось, когда на СИЗО приехали, и поняв, что это была акция устрашения, всех сотрудников правоохранительных органов, охрану, курсантов и всех остальных переодевали в черную форму а-ля ОМОН. В качестве устрашения, в щитки все были одеты. Вот. И тогда вот эти вот люди пришли, вот, окружили такое вот это большое сборище. И полковник, который сказал, меня тут вытянули, атака Первомайского РОВД находится рядом с 40-й школой, вот недалеко от нас. Вроде, я так понял, был начальник РОВД этого Первомайского, который сказал, что митинг у вас не санкционирован. Кричите лозунги, мешаете работать участковой избирательной комиссии. И такой провокационный вопрос, кто здесь главный? Ну, тут люди все взрослые, все образованные, говорят, уважаемый товарищ милиционер, здесь мало того, что главных нету, вы количество видите, говорю, здесь никто никого не знает в принципе. Вот, здесь все люди друг другу не знакомы. Вот пришли посмотреть протоколы. И просили позвонить ему в комиссию председателю. У него оказался, как ни странно, мобильный телефон. Он позвонил председателю и сказал, что через пару минут перезвонят. Он созванивается с человеком, который его вызвал. Он говорит, ну, когда вы там посчитаете? Ну, когда посчитаете. Вот, через 10 минут сказал, говорит. Ну, вот, и как раз вот у нас есть видеозапись, на которой снимал один из присутствующих, на котором спрашивает, говорит, ну, представьте, говорит, что мы разошлись. Где нам подождать, чтобы мы не нарушали закон о массовых мероприятиях? А чего они его не пускают? Когда комиссия? Давайте, хлопцы, просто рассосемся. Я просто предупредил об ответе. Они шли посчитать. Что говорит? Какое время надо знать, к которому собраться? Мы соберемся, покажите протокол, вы опять здесь придете. Я не показываю протокол. Показывает протоколы комиссии. Она посчитается. Так что она вам сказала? Сейчас посчитают. Когда она подходит? Какое время? Какое время надо? Я же говорю, 9:45, а они сказали. Поэтому рассудок. Так мы разошлись, считайте. Мы разошлись. Никто не перезвонил, и буквально через минуту начали задерживать. Все, на этом все разговоры для меня
сотрудниками правоохранительных органов заканчивается. На что господин полковник, как впоследствии я узнал, что это то ли замначальника, то начальник Первомайского РУВД, он сказал: ты слишком дофига говоришь, берите его. Вот это, ну, я понял, что, наверное, много говорю. Действительно, два таких молодых человека, крепких, очень нежно меня под ручки взяли так. Вот если бы ноги поднял бы и на ручках понесли бы, вот очень нежно так меня взяли, отнесли в автозак, это я так ерничаю. Вот, отвели в автозак, сначала посадили в автозак. Хотели взять женщину, она возмущенная, которая с детьми. Сказал: вы чего, мы общались, говорю, никто, ничего просто. Он говорит: берите ее. Говорит: вы что, дети? Говорит: ну, ее не взяли, взяли парня, который впоследствии потом со мной по 5 суток почти отбыл, Максим. Все, меня взяли теплыми, мягкими руками и провели в маленький автозатчик. Вот и все. Именно так проходили задержания возле 40-й и 45-й школы города Витебска 9 августа 2020 года. И из-за вот это вот все нас несколько раз возили в автозаках, на суде нам давали в среднем по 10-15 суток, а в СИЗО встречались с собаками. Но обо всем об этом я расскажу вам в следующей части, потому что очень много интервью собралось. Сейчас маленький бонус для тех, кто досмотрел до конца. Вы увидите секретные, уникальные кадры из самого автозака, из самого нутра. Да, пенсионер, мы с ним вместе сидели. Он в Следственном комитете заканчивал службу, а я в УД. Ну, пенсионная, наверное. Я тоже пенсионный лежит, только я уж никому не надо. Я показывать никому не собираюсь. Ну да, не очень видно, согласен. Но, знаете ли, свет там особо не выставишь. Кого-то, судя по всему, забрали. О, их так много, там много есть. Я не показываю протокол, показываю протокол комиссии. Герои страны идут. Позорище, страна. За 3%? За кого еще? Так мы разошлись, читать. Он хочет сохранить свою власть. Вам не стыдно? Дурак стал. Выбрали Лукашенко, выбрали. За что? Кому-то помочь надо, я не знаю. Ну вы не поможете ничем.